Фонд развития Абу-Даби из Объединенных Арабских Эмиратов безвозмездно передал научно-лабораторное оборудование стоимостью $500 тысяч для развития совместного проекта с Северо-Восточным федеральным университетом. Обновленная лаборатория поможет якутским биологам более углубленно изучать молекулярно-генетический анализ древних животных, а также их клонирование. В новой лаборатории побывала Ульяна Шагина. Возрождение мамонта и других ископаемых животных. Именно так звучит совместный проект якутских и корейских биологов, которые с недавнего времени переехали в Абу-Даби и именно оттуда ведут всю научную деятельность. Я очень рад, что наш фонд развития Абу-Даби начал сотрудничать с Северо-Восточным федеральным университетом в России. Надеюсь, что мы начнем совместное изучение ископаемых животных, будем обрабатывать полученную информацию и в ближайшем будущем сможем рассказать о каких-то интересных результатах исследований. Из-за ковида многие совместные планы были отменены, но быстро наверстываются, ведь теперь для работы есть все необходимое. Это различные инкубаторы газовые, микроскопы разные, боксы биологической безопасности, ну и общелабораторное оборудование. Один из новых лабораторных гаджетов – инвертированный люминесцентный микроскоп. Он системой визуализации, с помощью которой в режиме онлайн можно наблюдать за движением различных клеток. Пока что все оборудование окончательно не установили, но, как говорят сами ученые, как только здесь начнет все работать, якутские ученые смогут даже заниматься клонированием животных. В последние годы в Якутии обнаружено очень много находок с мягкими тканями ископаемых животных мамонтовой фауны. Одна из них – туша древнего жеребенка, обнаруженная в Верхоянском районе. Раньше для детального изучения ископаемого приходилось отправлять его в Южную Корею, так как возможности якутской лаборатории были ограничены. Объекты мамонтовой фауны являются культурной ценностью. Их очень трудно вывозить на исследование за рубеж. Нужно оформлять экспортную лицензию. И за время, когда оформляются документы, проходит очень много времени, и просто-напросто материал портится. Новым возможностям рады и аспиранты. Если они раньше занимались в основном генетикой, то теперь начнут подробнее изучать клетки древних животных. Ну да, планирую работать с клетками. Хочу научиться работать на микроманипуляторе, именно с переносом ядра. С помощью новых оборудований появилась и возможность заниматься именно клетками. Помимо лаборатории, на грантовые деньги закуплена интерактивная техника, современный аудиогид и оборудование для экспедиций для музея мамонта. Выделение Северо-Восточному университету грантовой субсидии – первый случай в России оказания финансовой поддержки Фондом развития Абу-Даби. Ульяна Шагина, Семен Семенов, Якутск.